При поддержке проекта USAID по региональному экономическому сотрудничеству в Алматы собрались ковроткачи стран Центральной Азии. Цель – обмен опытом. Кроме того, участники специального семинара познакомились с маркетинговыми методами и инструментами продвижения ковровой продукции на международные рынки. Эксперты говорят, в настоящий момент в мире отмечен рост спроса на шерстяные ковры, повторяющие традиционные узоры Центральной и Западной Азии, региона, в котором зародилось искусство ковроткачества. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации импортеров восточных ковров США, а также Министерства торговли США. Так, согласно официальной статистике, общий объем импорта шерстяных ковров ручной работы в США в прошлом году превысил $600 миллионов. Наша также цель поддержать местных производителей, потому что казахи имеют древние традиции ковроткачества. И вот это войлочное производство ковров, для нас оно очень интересно, оно уникально. Участников, которые занимаются традиционным производством ковров из шелка и шерсти. Все ковроткачи региона Центральной Азии и Афганистан собрались здесь для того, чтобы обменяться информацией, обменяться опытом, контактами, понимаете, прежде всего. Будет давать тренинг для тех же, а также тех, кто экспортирует ковры. Уже есть какой-то опыт у каждой страны свой. Какие ковры востребованы на рынке США, на рынках Европы, какого дизайна, как нужно правильно экспортировать. В мероприятии приняли участие представители государственных компаний, поддерживающих отечественных производителей. Ковроткачество – это надомный труд, а госструктуры, согласно законодательству, могут оказывать содействие лишь предприятиям, работающим в соответствии со строгими стандартами. Поэтому совместное участие в семинаре должно со временем вылиться в сотрудничество. Такое мероприятие, которое проводит проект USAID, региональное экономическое сотрудничество, оно очень важно, потому что мы, как агентство, как институт развития государственный, мы оказываем помощь казахстанским предприятиям. А вот донорские проекты вот такого рода, они как раз в состоянии собрать, скажем так, оказать помощь региональную, то есть и производителям такого же рода в регионе. При поддержке проекта USAID производители ковров ручной работы из стран Центральной Азии создали группу экспортного партнерства, задачей которого – развитие торговли и увеличение экспорта ковровой продукции. Это развитие торговли. И торговля не просто такой, а та, которая бы представляла регион. И то, что сейчас делает этот проект, объединив вот нас сегодня, да, только по одному направлению, маленькому такому, ковроткачества, оно, наверное, коснется всех ремесленников. Это очень важно. Для стран Центральной Азии объединяться в сети, делать такие вещи, которые бы продвигали наш товар на внешний рынок, за пределы Центральноазиатского региона. Сетевая группа по Центральной Азии и Афганистану, которые сообща будут решать свои проблемы. И, надеюсь, в скором будущем времени мы будем поставлять ковры ручной работы из вышеназванных стран в страны Европы и США. Объем продаж ковров ручной работы в прошлом году превысил $2 миллиарда. Крупнейшим импортером стали Соединенные Штаты Америки, далее идет Германия. Поставляют ковровые изделия за рубеж такие страны, как Иран, Индия, Китай, Непал, Пакистан и Турция. Однако в развитых странах наблюдается повышенный спрос на ковры с тюркским орнаментом. Дело в том, что некоторые ковровые узоры в Центральной Азии продолжают постоянно использоваться на протяжении многих сотен лет. Сейчас это существует, поставки стихийные, локально, небольшими партиями. Так как, видите, проект предусматривает вот такое хорошее торговое, скажем, экономическое сотрудничество и также оказывает не только, вот, скажем, такую вот инициативную поддержку, но еще предусматривается, я думаю, я надеюсь, что будет еще поддержано производство непосредственно какими-то, может быть, грантами, субсидиями. Средняя цена небольшого ковра ручной работы за рубежом колеблется в коридоре $20–40. При этом изделия кочевников стоят в 2 раза дороже. Дело в том, что производство войлока – это сложный процесс, требующий определенных навыков. Он состоит из нескольких этапов: заготовка шерсти, раскладка ее на циновке, впрыскивание горячей воды, утрамбовка, получение готового войлока. Удивительно прочные, теплые и мягкие войлочные ковры широко используются в быту кочевников с древнейших времен. Теперь они все чаще украшают жилища людей, научившихся ценить традиции, ручной труд и экологичность.